Ветераны Великой Отечественной войны из 11 городов-героев Юга России связались между собой по телемосту, который для них организовал Ростелеком. Первыми на связь вышли Волгоград и Владикавказ. Очередность подключения дублирует порядок освобождения от фашистов южных городов страны. Общение длилось пару часов, вспоминали ветераны в основном далекие 40-е. Телемост стал традиционным для Владикавказа и проводится уже 8-й раз. Один из прошлых сеансов связи даже преподнес удивительный сюрприз для воинов-победителей. На одном из телемостов произошел такой уникальный случай, когда ветераны, они друг друга узнали. И узнали именно вот по нашему городу, по Владикавказу, что, оказывается, на подступах Владикавказа они вместе здесь обороняли его и уходили в атаку. На что, как говорится, мы были очень тогда поражены, да, это было очень замечательно. Во Владикавказе на улице Тхапсаева установили мемориальную доску в честь Асланбека Дзгоева. На торжественное открытие собрались борцы республики и политические деятели. Многие из них прямо либо косвенно оказались под влиянием человека с большой буквы. Асланбек Дзгоев был ветераном Великой Отечественной войны, принимал участие в обороне Севастополя. А уже в 1954 году он стал трехкратным чемпионом РСФСР. Несмотря на собственные борцовские успехи в республике, Асланбека Дзгоева запомнили как выдающегося тренера. Он по праву считается основоположником Остинской школы борьбы. Сотни его воспитанников стали мастерами спорта. Именно его тренировки закладывали фундамент будущим победам. Среди его известных учеников Сослан Андиев, Савкус Дзарасов, Алимбек Бестаев. Не стало Асланбека Захаровича в 1994 году. Выдающийся остинский тренер был похоронен во Владикавказе на Аллее Славы. Вот с его багажом жизни, то, что он испытал, и он перенес такую любовь на своих учеников, что внешне он был очень строг и очень требовательный. Это самое главное, конечно. Батя, как мы звали, никому не давал поблажек, требовал, но был справедлив. И по-настоящему воспитывал ребят. В канун 70-летия Победы во Владикавказской школе номер 29 открылся уникальный музей боевой славы. В нем собраны материалы о выпускниках этой школы, воевавших в Великой Отечественной войне, а также участвовавших в конфликтах в Афганистане и Чечне. На торжественной церемонии присутствовали представители руководства города, различных ведомств, ветераны и родственники героев. Ученики рассказали о военных событиях, пели песни, танцевали и читали стихи. Музей, экспонаты которого свидетельствуют о страшных событиях, учат почитать, помнить и хранить повести о настоящих людях. Сергей Такоев провел очередной прием граждан. В приемной президента он выслушал различные просьбы и обещал посодействовать в решении важных проблем. Дорогостоящее лечение ребенка, приобретение персонального компьютера для студента-дизайнера, содействие в издании сборника стихов. Эти и другие проблемы премьер взял под свой личный контроль. Подобные встречи с гражданами председатель правительства проводит регулярно. Знаете, очень хочу, чтобы во всех школах, если не музеи, то уголки памяти были, потому что очень много ребят погибло наших. Мы хотим и увековечить хотим память, каким школам дать имена, но на домах на всех будут висеть обязательно доски, потому что у нас 65 человек, вот в городе погибло 85, 65 награждены орденом мужества.